Сейчас толщина льда составляет около 15 сантиметров. Это значит, что сезон подлетной рыбалки стартовал. Но даже на прочном, на первый взгляд, льду безопасность остается главной задачей. Константин Ряснянский, опытный рыбак, правила безопасности на льду знает на зубок. Правила безопасности мы соблюдаем. Правила безопасности – это не подходить близко к водоему. Мы уже смотрим, люди уходят, уже промерз, толщина льда более 20 сантиметров, он уже выдерживает. Также у нас безопасность, у нас есть специальные средства. Это если провалился веревка, специальные приспособления, чтобы на лед вылазить, и жилеты у нас еще есть. В зоне риска не только рыбаки-любители, но и дети, оставленные без присмотра, водители и люди, которые выходят на неокрепший лед. Инспекторы напоминают, нельзя забывать о правилах безопасности, чтобы избежать трагедии и обращать внимание на знаки, которые стоят на реках. Перед тем, как выйти на лед, мы должны узнать, какая вот толщина. Самый безопасный метод – это пробуриться и его замерить. Дальше мы уже передвигаемся по льду, то есть особо рыбакам касается, заядлые рыбаки уже с собой тащат специальная такая ванночка у них есть. Она продается, она стоит недорого, вот они с собой ванночки, то есть в случае даже провала, они прыгают в эту ванночку, получается как в маленьком таком судне. Сейчас самая опасная вещь – это забереги. То есть лед только сковывается, вода сейчас будет падать либо подниматься и будет выходить. Всего с 1 октября инспекторами организовано более 200 рейдов в сотрудничестве с МВД, районами республики и СМИ. Однако, несмотря на профилактическую работу, полностью избежать трагедий не удается. К сожалению, уже есть трагические случаи провалов под лед в Анабарском, Оленёкском и Жиганском районах с гибелью 4 человек. Перевозка населения осуществляется альтернативными видами транспорта, судами на воздушной подушке и аэроботах. Безопасным считается прозрачный лед с зеленоватым или голубоватым оттенками и толщиной для одного человека не менее 10 сантиметров. Для проезда автотранспорта не менее 30 сантиметров. Независимо от того, насколько крепким кажется лед, безопасность всегда должна быть на первом месте. Инспекторы ГИМС продолжают свою работу по предупреждению трагедий на воде и льду. Даяна Федорова, Илья Соломятников, Якутск.